В XIX веке близ Грозного начинают кустарную добычу нефти. Сначала процесс протекает достаточно примитивно. Роется яма глубиной до 2 метров, и уже из нее ковшами и ведрами черпают черное золото. Но большая нефтяная история началась только в 1893 году. Крупнейшая нефтепромышленная компания Российской империи Ахвердов ИК заложила на Алхан-Юртовском участке скважину номер 1.1. Уже через 2 года из нее ударил мощный фонтан нефти с первоначальным объемом свыше 16 тысяч тонн в сутки. К Грозному потянулись английские, бельгийские, голландские и другие иностранные капиталы. Речь идет о таких известных фамилиях, как Нобель, Ротшильд, Лианозов, Шпиц. Это здание в народе называют английским замком. В 1920 году его действительно построили англичане. Заказчиком выступила известная нефтяная компания Shell. Но находился здесь Грозний, один из первых институтов нефтеперерабатывающей промышленности в мире и первый нефтяной отраслевой институт в Советском Союзе. Разрушили его в ходе чеченских кампаний. Чеченское общество в большинстве своем было далеко от всех этих больших нефтяных событий. Накануне Великой Октябрьской революции чеченцы – это около 300 тысяч человек, причем 99,9% сельские жители, владеющих грамотой не больше 1%. Сама Чечня – это всего 2 округа – Грозненский и Веденский. Здесь, в небольшом селе Гихи, 1 апреля 1870 года на свет появился мальчик, которого назвали Таштемиром. У сына крестьянина-середняка из провинции не было никаких карьерных перспектив, но его ждало будущее великого политика и просветителя своего времени. В 7 лет мальчика отдают в местное медресе, но любознательный ребенок и не думает заканчивать учебу. Он уговаривает отца отпустить его в единственную тогда на всю Чечню русскую школу. Позже Таштемир закончит Тифлисский учительский институт, исполнит мечту юности и станет народным учителем. Выпустит первый чеченский букварь и сборник сказок, переведенных на русский. Но для масштаба его личности одного лишь просветительства слишком мало. Уже после первой революции, русской революции 1905-1907 годов, вот в период этих революций царская власть осуществляла, можно сказать, в кавычках, демократические реформы в стране. Были назначены выборы в парламент. И вот когда происходили выборы в парламент, Таштемир Альдерханов был избран депутатом Государственной Думы от горских народов Северного Кавказа. Кстати, он входил, можно сказать, используя современную терминологию, во фракцию, которая отстаивали аграрные вопросы, аграрную секцию. И очень знаменитое его выступление именно по аграрным вопросам. Кстати, Владимир Ильич Ленин цитировал, ссылался на выступление Таштемира Альдерханова, подчеркивая остроту аграрного вопроса на Северном Кавказе. В своей работе «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов» Владимир Ильич Ленин писал: Альдерханов от имени своих избирателей ходатайствует, чтобы расхищение природных богатств было приостановлено впредь до разрешения аграрного вопроса, а расхищает земли правительство, отбирая лучшую часть Нагорной полосы. Смелые выступления Альдерханова не остались безнаказанными. Он подвергается преследованиям со стороны царских властей и уезжает в Баку. На родину Таштемир возвращается только к Октябрьской революции, утверждая власть Советов. Во время 100-дневных боев в 1918 году он участвует в борьбе против Белого движения, отправляет помощь бойцам Красной армии, находившимся в Грозном. В ходе вот этой борьбы белых, красных и так далее, в общем-то, советская власть, она к концу 20-го года здесь уже окончательно утвердилась. Проходят съезды народов Терека, чеченцы там принимают активное участие. И уже в 1921 году
провозглашается Горская автономная советская социалистическая республика в составе РСФСР. В 2021 году в Горскую АССР входят различные национальные округа. Кабардинский, чеченский, ингушский, осетинский. И уже в 2021 году оттуда отпадает Кабарда. И те чеченские лидеры, которые в то время были, в том числе и знаменитый Таштамир Эльдерханов, депутат Госдумы, яркий общественный деятель, просветитель, грамотный человек, и который поддержал советскую власть. Он и его товарищи, они, в том числе через Москву, настаивали на то, что у чеченцев должна быть своя отдельная автономия. Они рассчитывали прежде всего на что? На экономическое развитие, социальное развитие, на преодоление тотальной сплошной безграмотности. 30 ноября 1922 года состоялось заседание Большого президиума в ЦИК, на котором председательствовал Михаил Калинин. На этом заседании присутствует и Иосиф Сталин. В постановлении президиума сказано: выделить Чечню из состава Горской республики в автономную область с резиденцией в городе Грозный, не включая город Грозный в состав автономной области Чечни. Точные границы автономной области Чечни должны быть определены административной комиссией в ЦИК. Высшим органом власти объявляется Чеченский областной революционный комитет в составе 11 человек. Его председателем назначают хорошо нам известного Таштимира Эльдарханова. Ревком работал в очень сложных условиях. Во-первых, нищета. Во-вторых, анархия. Это как последствие гражданской войны. Болезни, нехватка продовольствия, разрушенные населенные пункты. В совокупности это была исключительно сложная ситуация. Первые годы это восстановление нефтяной промышленности. Нефтяная промышленность уже в первые годы начала работать. Она давала уже и не только добычу, но и переработка. Продукция шла на экспорт, исключительно вся шла на экспорт. И золотовалютные ресурсы пополняли бюджет страны. Приступили к решению восстановления населенных пунктов. В 1924 году Грозный становится вторым после Ленинграда городом, получившим высшую боевую награду Советского Союза – Орден Красного Знамени. Но он все еще не часть чеченской автономии и ей не подчиняется. Присоединение нынешней столицы и Сунжинского казачьего округа с благородной целью ускорить темпы социалистических преобразований происходит только 4 года спустя, в 1928. Что грозненцы так любят зелень. Над всеми улицами они создали живые навесы. Каждый дом окружили зеленой оградой, и повсюду в городе разбили скверы и парки. До образования ЧССР чеченская автономия – это территория в 11 900 квадратных километров. Ингушетия же занимает 3193 квадратных километра. На территории современной Чеченской Республики добывают до 40% нефтепродуктов страны. Больше дает только Баку. Основная часть населения все еще живет в сельских районах и занята в аграрном секторе. В 1934 году новая советская интеллигенция, как из чеченцев, так и из ингушей, они выступали за объединение. Выходило много публикаций, статей, я эти документы читал, смотрел их, и там и те, и другие писали о том, что это, в общем-то, один народ, да, один язык, одна религия, похожие обычаи и так далее, и так далее. И, то есть соединить эти две территории в единый субъект, это было, в общем-то, настроение, особенно интеллигенции. Ну и мы знаем, что помимо того, что чеченцы и ингуши близки во многих отношениях, еще и было очень много родственных связей. Более того, и у чеченцев и ингушей были одни и те же ойляш, устазы, да, святые люди, которых они чтили, уважали. То есть вот эти параллели, многие параллели, ну и плюс еще экономическая составляющая, потому что Ингушская автономная область, это была в основном аграрная территория, а уже на территории Чеченской автономной области, особенно после того, как Грозный стал его частью, была мощная промышленная база. Нефтяники республики являются пионерами глубокого и сверхглубокого бурения. Первыми в стране они ищут нефть на глубине 10 000 метров.
В 1938 году в ЧССР насчитывается 343 школы, в которых обучается 111 тысяч человек. Из года в год растет и финансирование народного образования. Он завыл, рванулся из последних сил. И мы, сплетясь как пара змей, упали разом. И во мгле бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Активно развивается и вузовская наука. Грозненский нефтяной институт становится одним из лучших в стране. Вспомним 60-е годы, когда наш университет активно развивался и готовил кадры не только для нашей республики, но и для всего Советского Союза, а позднее уже для дружественных стран нашей страны, в числе которых были Алжир, Ирак, Индия и ряд других государств. Ученые и производственники, работающие в нашем университете, и выпускники нашего университета защищали на фронтах Великой Отечественной войны нашу страну. 6 наших из числа сотрудников и студентов стали героями Советского Союза. 4 наших выпускников возглавили в 60-е годы и позже профильные министерства и ведомства Советского Союза. Свое развитие получает и национальная культура, открывается Чечено-Ингушская государственная филармония. Основное ее достижение – исполнение чеченской и ингушской музыки в обработке советских композиторов. Кавказские горы в снегу, широкие степи, седые вершины, я в сердце своем берегу. При самой филармонии находился симфонический оркестр, созданный еще в 1928 году, а в 1939 организован ансамбль песни и танцы, который завоевал широкую известность. На весь Союз в этот период гремит фамилия легендарного танцора Махмуда Эсамбаева. Народному артисту СССР Махмуду Эсамбаеву присвоено звание Героя социалистического труда. Праздник не только для актера, для всех почитателей таланта Эсамбаева, а их миллионы на всех континентах Земли. К началу Великой Отечественной войны в Чечено-Ингушетии построены 3 театра, 14 кинотеатров, 51 стационарная киноустановка, 31 кинопередвижка, 23 радиоузла, 197 изб-читален, 89 массовых библиотек с фондом более 1 миллиона книг, 89 клубных учреждений. Накануне Великой Отечественной Чечено-Ингушетия – это промышленный центр всего юга Советского Союза. Но богат он, как оказалось, еще и своими мужественными сынами. Из ЧССР отправились на фронт около 9% населения. Уже в первые дни войны свыше 17 тысяч войнахов записались в народное ополчение. К концу 1943 года были мобилизованы и ушли добровольцами свыше 60 тысяч человек. Среди бойцов на Кавказе распространяли листовки о подвиге сержанта Ханпаши Нурадилова под Сталинградом. Испокон веку горцы говорят: «Родина начинается с порога твоей Сакли». Это верно. Однако Родина начинается с порога Сакли, но не кончается им. На одной из мраморных плит Сталинградского мемориала навеки выбито имя героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Во всей Чечено-Ингушетии денно и ночно работают на нужды фронта. На 28 предприятиях республики выпускают свыше 90 наименований военной продукции. 80% военной авиации Советского Союза поднимается в воздух на грозненском авиабензине. Горючим Грозного заправляется множество танков, тягачей, автомобилей и других видов военной техники Красной Армии. Когда Грозный, Малгобек и другие районы будут в наших руках, сообщалось в одном из немецких документов тех дней, мы сможем захватить Баку и установить на Кавказе оккупационный режим. Горского населения в Чечено-Ингушетии не так уж много.
и десяток наших зондеркоманд может за короткое время уничтожить все мужское население. Но Грозный оказался гитлеровцам не по зубам. Несмотря на то, что чеченцы массово гибнут на фронтах Великой Отечественной, становятся героями Советского Союза и получают другие ценные боевые награды, 23 февраля 1944-го Сталин принимает преступное решение выслать весь чеченский и ингушский народы. Это полностью перечеркивает успешный 22-летний опыт автономии. Наш шел спектакль «Тамара». На сцене стояла я и стояла народная артистка Алиева Тамара. Я учительницу там играла. Зал был полный. Потом этот зал постепенно стал пустеть. И вдруг идет один товарищ. Он выходит на сцену и говорит: что, говорит, вы тут стоите? Нас же сегодня будут выселять. Нас же будут сегодня выселять, а вы тут играете. И тут вышел Хамидов Абдулла на сцену. Закройте занавес. Жизнь отдали этому театру. И вдруг тебя вот такая вот Ну как вы думаете, что я переживала? И даже не разрешили драм-кружок создать, чтобы я в искусстве была. Не дали мне этого. И мне пришлось работать там и грузчиком, и слесарем, чем хочешь, только не актером. Эти 13 лет у меня вырваны из жизни. Пройдет долгих 13 лет, прежде чем чеченцы вновь обретут родину. Этому предшествует развенчание Никитой Хрущевым культа личности Сталина. 9 января 1957 года издается указ о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Ссыльные бросают весь свой скромный скарб и едут домой. Несмотря на открытое сопротивление местных властей, незавершенность проблем, связанных с реабилитацией чеченского народа, процесс становления республики невозможно было остановить. Благодаря энтузиазму и упорству вчерашних ссыльных восстанавливались села, районы, открывались школы, музеи. Развивались культура, образование и наука. Чечено-Ингушетия вновь заняла почетное место на карте Советского Союза. Поспела кукуруза. На 200 гектарах вырастил ее султан Бетирханов, звеневой чечено-ингушского совхоза Староюртовский. В нынешнем году погода была капризная, неблагоприятная для возделывания кукурузы. Однако механизаторы умело ухаживали за посевами, и каждый гектар дает теперь по 40 центнеров сухого зерна. Республика стремительно развивается и показывает, что предела ее потенциалу будто бы и нет вовсе. Так, в 1982 году на Лейпцигской ярмарке в рамках выставочного комплекса СССР впервые представляют павильон Чечено-Ингушетии. 4 экспоната удостаиваются медалей ярмарки, причем 2 из них золотые. Город Гудермес растет не по дням, а по часам. Новая стройка Гудермеса – биохимический завод по производству кристаллического лизина, ценного продукта, необходимого для кормовых белковых добавок. В перспективе этот продукт получат животноводы Кавказа и Закавказья. Но впереди опять большие политические потрясения. Сначала перестройка, развал Советского Союза, следом 2 чеченские кампании. Республику отбросило на десятки лет назад. Чтобы понимать масштабы катастрофы, достаточно знать всего один факт. В 2003 году ООН признала Грозный самым разрушенным городом со времен Второй мировой.
В очередной раз чеченцы рискуют остаться без родины. Война, как это часто бывает, за годы стала для некоторых сил успешным бизнес-проектом, построенным на крови невинных людей, но все же бизнес-проектом. Для кого-то это еще и площадка для реализации своих политических амбиций. Упорядочить этот хаос вызывается муфти Ахмад Хаджи Кадыров. Он понимает, желание мира ему не простят, но с небольшой командой единомышленников решительно настроен выдернуть из розетки эту кровавую мясорубку. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда. Если бы я сомневался бы, я бы не мог бы идти по этому пути. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. За Ахматом Хаджи последуют все чеченцы. В 2003-м будет проведен референдум, где люди единогласно примут решение вернуться в состав России. Впервые в истории чеченскому народу предоставят выбор. Впервые его возглавит человек, равного которому наша история не знает. Он не только освободит Чеченскую республику от хаоса и беззакония, но и защитит территориальную целостность всей России. Ахмата Хаджи не станет в 2004 году. Но он не оставит свой народ, за который когда-то взял ответственность. Его путь мира и созидания продолжит сын Рамзан. С ним регион вернет былое величие. Уже в 2009 году Грозный признают самым лучшим городом в СНГ, а через год чеченская столица получит почетный диплом международного признания в номинации «Постконфликтное восстановление». Казалось бы, всего 100 лет. По историческим меркам это приблизительно как один человеческий год. Но сколько событий произошло за этот небольшой промежуток. Как хороших, так и плохих. Хватит аж на целую вечность. Возможно, мы с вами не осознаем, но продолжаем здесь и сейчас писать чеченскую историю. И кем мы в ней будем, протагонистами или антагонистами, время рассудит. Но это повод задуматься на перспективу.